Место проведения рейда выбрано не случайно. Большая часть территории Сунжинского района, и в частности сельского поселения Галашки, лесной массив. Сотрудники Минприроды планировали выявить нарушения, проверить документацию, однако на месте ситуация развернулась иначе. Гостям здесь оказались не рады. Хозяева посчитали лучшим решением отсидеться в укрытии. В ходе рейдовых мероприятий ожидаемых результатов достигнуть не удалось, ввиду того, что у нас большинство жителей, скажем так, закрыли свои домовладения. Установка счетчиков фиксации объемов электропотребления, оплата налогов, оформление документации на ИП – основные требования надзорных структур. Среди предпринимателей немало тех, кто выполняет работу недобросовестно, а точнее говоря, не следуя букве закона. Но поймать нарушителей за руку оказалось не так просто. У них должно быть соответствующий договор аренды, у них должно быть также договор аренды с энергетиками, также соответствующие документы о постановке на учет в налоговые органы. Если у нас в ходе выявления данных нарушений будут составлены соответствующие акты, виновные лица будут привлечены к административной, если есть уголовная ответственность, к уголовной ответственности. В этот раз удалось уйти от ответственности, но сотрудники природоохранного ведомства нас заверили, что в следующий раз им так не повезет. Мы хотим довести, что данные мероприятия будут проводиться каждый раз. И считаем, что в этой части также есть недоработка муниципалитета. Но следующее рейдовое мероприятие мы проведем более организованно, слаженно. Незаконная вырубка леса и нелегальный оборот древесины не только наносят колоссальный ущерб экономике, но и ухудшает лесной имидж всей промышленности, не говоря уже о последствиях для экологии. По выявленным нарушениям некоторые предприниматели, которым все же удалось наведаться незваным гостям, были вручены предписания. До определенного срока им необходимо исправить недочеты, иначе дело может дойти вплоть до уголовного разбирательства, заверили сотрудники надзорной службы. Ислам Дударов, Ася Горчханова, Руслан Атигов, Найт Цучоев. Вести Ингушетия.